Пати, дай поживление, одно нас, няхай укрыє Твоя опека. Витай, Мария, чистейша Панна, без греху воды, устережи нас, хвороб заразы. Ты найстройнейша, райская лилия, от чистого ветра. Витай, Мария. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Амінь з вами. И с Духом Твоим. У костеле сьогодні переживаємо урочистость у небоузяття Найсвятейшої Панни Марії. Папа Пій XII у 1950 році винес догмат, який говорить конкретно, що недобра, каб тая, якая народила збавцю света, была, осталась тут на земле. Тому догмат говорить так, що вона з душою і тілом була після своєї смерті узнесена на хвалу вышей. І сьогодні, брати і сестри, святкуємо эту великую радость, що сповнилося на їй обіцяння народу ізраїльського, який дає нам, який колись був пообіцяний Аврааму і його потомству навіки. Эту святую мшу я справую інтенції области навертання для Павла і з подякою Пану Богу за допомогу. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти в эту наисвятейшую ахвяру. Споведаемся Богу всемогутнему И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвалишься Богу, А на землі спокой, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне родинародный, Христу Христе, Пане Боже, Баран Божий, Сыне Отца, який речь на себе, грехи и свету, змилуйся над нами, який речь на себе, грехи и свету, прими моление наше,
Ходишь, пророчайца, змилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwaje Boga Ojca. Amen. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты взял небесную хвалу тела и душу беззаганной Анны Марии, Мати Твоего Сына. Просим Тебя, домажи нам за все вимкнуться на небо, как мы разом с Ёй могли примать уделом вечным счастье, распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и яки с Тобою живей в ладах и едности Духа Святого, Бог разуче веки вечные. Amen. Читание книги Апокалипсиса святого апостола Иоанна. Отчинилася святыня Бога у небе, и з'явився ковчег заповеду у святыні Єгоної. И великий знак з'явився в небе, женщина, обратная в солнце, и месяц под ступенями ног ее, а над ее головой венец с 12 зорок. И она была тяжелая, и кричала от боли и покут на родихи. И з'явився другий знак у небе, вось великий огненный смог, с 7 головами и 10 рогами, а над головой его 7 диадем. И хвост Егоны взметает трицину зорок небесных и кидая их на землю. И стал смог перед женщиной, якая повинна была народить, как пожертвовать дитя, як только народить. И народила она дитя мужчинского полу, якое повинно было паствить все народы железным жезлом. И дитё было забрано от яе до Бога и до Егоного трона. А женщина утекла в пустыню, где ей было подрихтовано место Бога. И почув я голос моцный, который казал у небе: «Теперь настало избавление и сила и владарение Бога нашего, и влада Христа Егоного». Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Королева стала, права руж тебе. Королева стала, права руж тебе. Королева стала, права руж тебе, упригоженная золотом зафиру. Королева стала, права руж тебе. Погляди, дочка, послухай, схили свое ухо. Забудь народ свой, дом твоего ойца. Король правни твоей пригожости, боем твой пан, поклонися ему. Королева стала, права руж тебе. Полная славы выходит дочка короля, оденье ей вышито золото. У вышитым оденье ведут яе до короля, за ёй одягшатися кроки яе увоходят до яго. Королева стала, права руж тебе. Ведут их с радостью и захоплений, увоходят яны королевский палац. За место отцов твоих будут твои сыны, ты установишь их владарами по всей земли. Королева стала,
Читание первого послания святого апостола Павла до Коринтян. Брати, Христос воскрес з мертвих, перший серед тих, які заснули. Покольки праз чоловіка прийшла смерть, так праз чоловіка і у воскрешенні мертвих. Бо як у Адамі всі помирають, так і у Христі всі будуть оживі. Кожен у свій час. Перший Христос, потім ті, хто належить Христу, подчас прийсти Його. Конец настане тады, коли Ён передасть владарство Богу и Отцу, коли знищить усілякое панування, усілякую владу і силу. Бо треба, каб Ён владарив, поки не покладе всіх ворогів під ноги своїх, як опошній ворог буде знищена смерть, бо все покладено під ноги Його. Коли ж скаже, що все підпорядковано, то відовочно, за виключенням того, хто підпорядковав йому все. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мария взята на небо, радуются хоры анёлов. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła dla Luki. Собравшаяся Мария в те дни поспешила в горную краину, в город Юды, и вошла в дом Захарии и привитала Эльжбету. Когда Эльжбета почула привитание Марии, узвольнулась дитятка в лоне ее, и наполнилась Эльжбета Духом Святым, и вскрикнула мощным голосом и сказала: «Благословленная ты женщинами, и благословленный плод рода твоего. Откуда мне это, что Матерь Анна моего пришла до меня? Бо коли голос привитания твоего зазвучал в ушах моих, узвольнулась от радости дитятка в лоне моим. И счастливая тая, якая поверила, что сполнится сказанное Паном. У тыя дни сказала Мария: величает душа моя Пана, и узрадовался дух мой у Богу моим збавце, бо взглянул Бог на покору своей слуги, и теперь благословлять меня будут все поколения, бо великая учинил мне всемогутный, а имя Его святое, а милосердность Его с поколения у поколения над теми, кто Его боится. Показал моц своей правицы, рассеял тых, кто пыхливый сердцем, скинул могутных с трону и узвысил покорных, добром голодных насытил, а богатых нищим отправил, принял свою слугу Израиля, памятуючи про свою милосердность, як обещал батькам нашим, Аврааму и его потомству навеки. И пробыла Мария у Эльжбеты около 3 месяцев и вернулась у дом свой. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. З чим зв'язана сьогоднішня урочистість, яка нас збирає так лично у костьолах на усім світі. Костьол хоча ужити тут така слов, які уживає Марія. Перше слово – это величая душа моя Пана. Что это означает? Означает только и выключно одно. Означает, что Мария хочет прославить Пана Бога. Кто может прославить Пана Бога? Кто это может учинить? Альбо кто этого не может учинить? Не учинить это человек, который всю надею покладает только на себе и говорит, что я усередине этого свету, и больше за мной никого нема. Не учинить, не прославить Пана Бога той, кто всю надею покладает в своей мудрости, в своей молодости, в своих поспехах. Не учинить это той, кто не бачит у своей житті крові Пана Бога, и что есть перед им и ласка Пана Божия. Не прославить Пана Бога
Наконец, так само и той, хто откидае самого Бога, хто у гэтым свеце лічыць самого себе Богом. І так само не прославіць Пана Бога той, хто Пана Бога не шукае, хто на яго не чакае дапамогу. І не прославіць той Пана Бога, хто, выконваючы якуюсь працу, якая яму прыйшла, не ўбачыць, што гэта не паходзіць ад яго, але гэта яму было прапісана Панам Богом. Як скажа святы Павел, не я, але ласка моя ідзе перада мною, і яна ўсё гэта направляе. Усё чыніць. Я толькі карыстаюся з таго, што Бог паслаў, з гэтых дарог. Не я навяртаю, але Бог паслугоўваецца мною. У другім месцы мы пачуем, што гэта ўсё мне было дадзена Панам Богом. У мгновенне адно, у некалькі хвілінах. Велічання душа моя Пана. За што Марыя велічае Пана? У чым ёсць гэтае праслаўленне? Браты, ёсць гэта праслаўленне не трывае адну минуту, так як я прачытаў гэта ў Евангеліі. Бо евангеліста Лука дакладна гаворыць, у тыя дні сказала Марыя, не ў адзін дзень, не в одну хвилину, не в одну минуту, не в одну годину, а в тыя дні сказала Марія. Czyli гэты гімн быў незвычайным гімнам. Гэты гімн, які мы сёння пачулі, з'яўляецца запісаны адзін з двух молитв, которая была першая для християн. Першая, это которую научил сам Иисус Христос, якую мы все вельми добре знаем, Отче наш. А другая ось яна. Уже в традиции християнства в другим веку Маті Божою лічили, що вона була у неба узята з душою і тілом. Чому Костьол так довго чекав, аж до 20-го століття, аж це об'явить урочисто догматом, що Марія по-справедному була узята з душою і небом. Тому що злий дух так моцно не любить Маті Божої. Тому що злий дух не розпознав у Марії той, хто її перебора. Что не распознал это слово, яке будет сказано, что на тебе наступит пята и раздавить. Этой пятой з'является Мать Божия, якая приняла волю Божию. Принять волю Божию, значит, переворот в своем житті якісь денні звички. Принять волю Божию – это не так легко. Чому? Это означает изменить свое життя цілком. І гэтае слово гімну гучаць калі? Калі Марыя пачула словы, якія сказала ёй Эльжбета, яе сваячка. Благословленная ты між жанчынамі. Но хто можа прыняць волю Божию? Чым ёсць благословление, як не прыняццем волі Божией? Мы вельмі часто повторяем тебе Божьего благословения, а браты и сестры, а Божье благословение с собой несет так само, як есть любовь Божия. Не только что, так как я задумал, мы просим, Пане Боже, дай нам счастье, Пане Боже, дай нам этого, а Божье счастье не такое людское. Мы вельми часто про это не памятаем. И затем, когда Бог не выслуховывая наших молитв, мы начинаем нарекать, здесь отворачиваемся, кричати до Пана Бога. Забуваем про все то добро, якое мы отримали. Можем одна якоїсь нещастя перекреслить, здесь забрать з нашого серця Пана Бога. Чому? Бо Пан Бог нам був потрібний як на базарі таким, що можна було купити його щось. А коли нам нічого не продає, або хто шмат коштує, то ми відкидаємо. Ми йдемо, шукаємо другого, хто нам продасть це щастя хвилює за якусь тоннішу копійку. І злий дух за таку копійку хоче нам продати. Це земне щастя. І клюка ми його споживаємо, як этого червячка на мудрості. Викаємо, і потім висимо на тому кружку. І в різні сторони нас цьогає. Але Бог нас хоче сорвать. Відомо, сорвать с крючка. Значит, что стивать. Кто знает свои волосы, можно вырвать губу, можно оторвать кусок какой-то части от рыбы, колено нормально. Можете сами лопнуть какая жилка, резко. А и так эта крючка останется здесь и там в повороте. И так само буде болеть. Буде остин. Как Павел скажет, остин. Есть у меня остин, за мной где? Это грехи, которые за мной тянутся. Я не могу от них отойти. Але ведаю и верю, что дякуючи ласці Пана Бога, я могу это перебороть. Та чим? За що Марія прославляє Пана Бога? Величає душа моя Пана. Чи за гэта, що народить збавцю света? Ні.
величая душа моя Пана, и узрадовался дух мой у Богу моим збавцы. Чему? Тому, что Бог прийняв свого слугу Ізраїля, пам'ятаючи про свою милосердність, як обіцяв батькам нашим. Чи про що? Про милосердність. Бог прийняв Ізраїля. Тут варто поглядеть на історичний факт народу ізраїльського. Пам'ятаємо, що пан Бог Аврааму складає перше обіцяння, що твоє потомство буде так личное, так великое, як зорок на небе, або як песку над берегом морским. І гэты народ Ізраїля, атрымаўшы гэтае обіцянне неаднакратна, читаючи у історичних книгах Святого Писания, чуем, что им отворачивается. Нават себе берут других богов, откидают Пана Бога, Створителя своего. Откидают того, кто на них проявляет, им дает шмат цудов. Шмат щастя земного так само. Коли чоловік отримовує за шмат щастя земного, то йому вже Бог не потрібен. Він же лічить, що може себе будувати нових богов. І этим богам кланяється. І так само в народі Ізраїля так було. Але Марія радується тому, що Бог не покинув народ Ізраїля, що за кожним разом проявив його милосердність. Брати і сестри, эта милосердність Божия, вона проявляється так само на нас. У нашому житті. Чому? Бо ми так само з'являємося народом ізбраним Ізраїля, попри хрост святий, які колись ми отримали. Чи свідомо, чи несвідомо. І сьогодні ми стоїмо і боремося з нашими грешними звичками. І наша радость в этом гімні великий разом з Марієм, що нема такого граху, нема на світі такого граху, якого Бог не пробачив. Але для цього потрібно, як чоловік покаявся, як справді шукав Пана Бога, як пробував жити згодно з Божими заповідями. Тоді проявиться Божа милосердність на ново у житті кожного з нас. Прийняв свого слугу Ізраїля, пам'ятаючи про свою милосердність, як обіцяв батькам нашим, Аврааму і його потомству навіки. Тим потомством Авраама з'являємося і ми, як я сказав. І під час сьогоднішньої урочистості ми хочемо прославляти Пана Бога. За що? За всі доброти, які сьогодні ви принесли в це місце. Помідори, може, кого-то буде мало, з цих хвороб свіла. Яблуки, які є, якась там зеленина, і я думав, хто що ще не буде прибирати, принесли на посвячення. Але это мы приносим, как поддяковать Пану Богу, что Бог дал вам мудрость, что вы могли бы таким способом заняться огородом, здоровьем, силу, надворье, час и время, и шмат других речей, які наклалися на вашу географію. Що Бог дав вам ласку, ту саму, яку дав Святому Павлу, як говорить, не я, але ласка, за якою я не поспівав. Але біг, скільки мог, намагався, старався, пробував, як намагав найбільше людей промовити. Один мог написав послання, і сьогодні маємо 13 послань Святого Павла. Ми так само маємо своє послання. Або це послання, брати і сестри, були Божими посланнями. Або у їх на перше місце ми ставили Пана Бога і вміли бути йому вдячні за усі доброти, які Пан Бог дає. Чи это ветки, какие-то пригожие, чи это человек вырастил. Нет, он только не доглядал. Бог дозволил, как человек доглядал. А это Бог. Чи ви спите, чи працуєте, але вночі, день і вночі. І так все росте. Над этим я все доглядаю вам Бога в другие места. Просим, как с вдячностью сегодняшнюю урочистость, мы умели подяковать так само за то, что Мария была узятая на небо с душой и телом. Что в этой вдячности так само и мы, колись, коли придем момент, так само Бог воскресит наше тело, сделать его подобным до тела нашего, и колись на конце света, так само возьме нас с душой и телом в Царство Небесное, для якого мы все покликаны.
І читаем апошні сказ сьогоднішньої Євангелії. І прибула Марія у Альжбети каля 3 місяців і вернулася у дом свой. Прибула Марія на землі около 3 місяців. Стільки годів, скільки треба було прожити. І вернулася у дом свой. Брати і сестри, наш дом не тут, наш дом там. А світ нам подарований, як той, який є нашим подарунком, дадзений нам винає, як ми його скористали, але прийшли этим самим до дому життя вічного. Веру одного Бога, Отца Всемогутнього, Творця неба і землі, всього важного і неважного, і водиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайца народженого, перед всеми веками, Бога от Бога, святлого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на 3-й день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походит, якому разом с Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял Прасхорохов. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов, и шагаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. У день, коли Костел радуется хвале у небовзятиной Святейшей Панны Марии, просие заступничества скируем наши просьбы до Бога Отца. Молимся за всіх дітей Костьола, как их оживляла надія на зустрічу з Богородицею у Христовому володарстві. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как Мария, Мать Костьола, выпросила для его щедрые небесные дары. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за покликанных до Божьей службы, как яны, усведомляющие веришь своего покликания, приносили плен, годно этого великого дару. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за детей, молодь, взрослых и состарелых, как яны памятали про свое покликание до вечного счастья в небе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Бога, как Он благословил плод земли и працу людских рук, на користь всего человечества. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, присутных на этой святой мши, как мы доверились заступничеству нашей Небесной Матери. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим інтенції Павла о ласці навертання, а так само з подякою Пану Богу за всю допомогу Йому. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный, вечный Боже, Ты взял на Святейшую Панну Марию с телом и душой на небо, прими наши молитвы и просие заступись, подари нас своей лаской, раз Христа, Пана наша. Да тебе, Матерь, Святая Мария, благодать, Отец ушил во мне, где ты есть, Святый Дух Сын Божий, где ты есть, не покажу я, Матери,
Мое небо, это твой сын, забери до своего лона, как я стал чистым я пью. Молитесь, как мою и ваши от пьяну, не угрухайте всемогутные. Нехай Пан Бог прийме отряду с рук твоих на прославление и хвалу имя своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, нехай вознесется до Тебя хляга нашей отданости, и брат заступництва у Него взятой Панны Марии, запали в наших сердцах огонь любови, как мы завсёды имкнулись на Тебе, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с духом твоим Укору сердце. узносим мы до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Справедливо нам это и справедливо, скучно и избавленно, как мы завсёды и всюды да без складаний подяку. Пане святый Воинча, всемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашего. У этот день Ты взял на небо Мати Твоего Сына, и она стала початком и образом костелом ухвале, а для Божьего люду криницею с утешения и надей на его земным шляху. Бо по Твоей воле была закованная нетлінна Панна Марія, а якой чудовним чином прийняв тіло і народився Твой Син, дав за всілякого життя. Тому разом з хорами ангелов мы прославляем Тебе на землі, з радостю ускрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана, Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары прасою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczery udział kielich, znów Tobie падзяку składający, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грехоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престолу. Вспоминаем
Zapominaючи śmierci z mертвых powstanie Twojego Syna, kieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsieяny po всем świecie, udoskonal go любовью razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem i усім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, jakie поснули на день на воскрешение и про всех, кто власти Твоей odeszł z этого światu i дозволь им убачить światło обличия Twojego. Просим Ciebie, zmiłuj się nad всеми нами, как мы заслужили удел życie wieczne, w jedności z Najświętejszej Bogorodzicą Panną Maryją, ze świętym Józefem i jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną i всеми świętymi, jakie z wieku podawali się Tobie, kabzili i my chwalili i proslawляли Ciebie, przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Przez Chrysta, z Chrystowi Chryście, Tobie Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, prazu siebie i wieczne. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который в мире, святится имя Твое, приди благодарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого złego, daj łaskawa upokoju dni nasze, допоможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Вот Твое благодарство и моc и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно з Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Яки веришь на себе, грехи свету, смилуйся над нами, баранку Божий, яки веришь на себе, грехи свету, смилуйся над нами, баранку Божий, яки веришь на себе, грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Божию. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Ciała Chrysta. Panie dobry jak Ty, Ciała błogosławiony powśród tych kościołach, Chrysta. bo tak bezpieczna Ty polubił nas, bezpieczna Ty polubił nas. Ty chleb pomnożył na pustyni Boża, как мы в światu неба силы имели, Ты манной стал подручником холодным, для тех, что вечно вы с тобой хотели. Пане добрый як Ты, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. Хаял народ, земля вся наша будет, а хлеб коммуне, кто прагне неба. Пане добрый як Ты, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты нас своими назовешься брами, коли мы зробим, что Ты загадал нам, что ж без Тебя чинить мы можем, Пане, бо Ты для нас життя і сподівання. Пане добрий як Ти, будь прославлений повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты на крижі отдав життя за грешних, а сам застався хлібом у святиня. Для нас открыто сердце Твое вечно, бо як дітей Ти, Божа, полюбив нас. Пане добрий як Ти, будь прославлений повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Молимся. Милосердный Боже, мы с радостью приняли наисвятейший сакрамент, який дає избавление. Просим Тебя, века про заступництво Наисвятейшей Анны Марии, умилосердай. Мы могли досягнуть хвалы у воскрешения праз Христа Пана нашего. Аминь. Теперь
благословления зелок, яблок, грушек. Мы с удячностью принесли в Дом Божий плоды нашей працы. У полі, на огороде, у саде, кветки и зелки, как про заступництво Наисвятейшей Богородицы представить их Богу. Пане наш Божа, Ты усім своим створением даешь ежу зарадость расти плодам, кветкам, траве, збожу, как яны служили спожитком и леком для людей и живёлов. Тебе, Пане, крыніця життя, дякуючи Тебе, все зеленее, цвете и приносит плен в отповедный час. Просим Тебе, благослови принесенные Тебе плоды этого года, збожа, садовину, городнину, зелки, кветки, как яны служили здоровью людей и живёлы. Одари своей лаской усіх, хто їх сеял, садил, вырощивал и збирал, а так само тых, кто будет их споживать. Научи нас с удячностью делиться отрыманными от Тебе дарами, а коли будем отходить с этого свету, нехай нас, якія будем нести богатые плоды своих добрых учинков, приведет до Тебе Наисвятейшая Панна Мария, самый досконалый плод земли, как мы стали удельниками Твоей вечной хвалы, які живешь, владаришь на веки вечные. Аминь. Примите Божие благословение, нехай оно наполнит вас собравной радостью и с покоем. Пан с вами. И с Духом Твоим. Похилите ваши головы на благословение. Бог, який збавив світ про своего Сына, народженого с Панны Марии, нехай одобрить вас своим благословением. Аминь. Нехай вас завсёды отуляє своєю опікою Панна Марія, яка народила давцю життя. Аминь. Усіх вас, які собралися тут, кому в этот день отдать їй пошану, нехай Бог одобрить вас собравной радостью и вечным счастьем. Аминь. Благословением всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сыйде на вас и застанется на завсёды. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божию скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие на згубу душ снують по свете. Аминь. за Павла о власти на вертание Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой природы выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша,
Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. От свирозости в наших семьях, в нашей парафии, по всей Батьковщине, на целом свете. Святый Боже, святый Божий, святый Бесноватый, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый беспородный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый беспородный, смилуйся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы храни нас, Боже. Беспорядной смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные, Тебе Бога просим, выслухай нас, Боже. Мария, Божа Ханна, один главный и наша мать, Ты нам поможи, от нехотя нас стережи. Мария, Ты Божа Мать,